Салимецбе. Сегодня на этом видеоуроке мы с вами научимся, как правильно написать, как правильно произносить слово салимецбе. Повторите за мной. Салимецбе. В казахском языке есть вот такое крылатое выражение. Салем сөздің атасы. Приветствие – начало всего. И мы с вами просто обязаны знать, как правильно пишется, как правильно произносится слово салимецбе. Как только мои ученики не пишут это слово, то ли салимецба, то ли салимецбе, то ли частицу бе пишут вместе, в общем, разбираем. Перед тем, как разбирать, давайте разберем само слово салимет. И что же это слово означает? Слово салимет, друзья мои, это здрав. Салимет. И у слова салимет есть синоним саламат. В некоторых регионах здороваются саламатсызба вместо салимецбе. И то ли вариант, он правильный, но больше распространенный вариант это будет салимецбе. И оттуда и идет ошибки. То ли салимецба пишут, то ли салимецба пишут. Давайте будем конкретно знать. Есть слово салимецбе, есть слово саламатсызба. Вы должны выбрать одну из них. Салимет переводится как здрав. Салимецбе – здравы ли вы? Сіз – это личное окончание, личное местоимение сіз. Сіз салимецбе. Вы здравы ли вы? На самом деле, когда казахи здороваются, они интересуются и спрашивают, здравы ли вы? Но переводится как это уже здравствуйте. Частица бе – это в русском языке вопросительная частица ли. В русском языке частица ли часто не используется. Достаточно использовать вопросительный тон, и вам понятно, человек что-то спрашивает. В казахском языке надо обязательно использовать частицу бе, а то непонятно, вы что-то спрашиваете или утверждаете, уточняете. И у частицы бе есть и другие формы. Маме, бабе, папе. Эти моменты я подробно объясняю в своем курсе, который называется «Базовый казахский». Давайте вернемся к слову салимецбе. Пишется вот таким образом. Иногда через восклицательный знак, а иногда через восклицательный знак и через вопросительный знак. Почему так? Потому что вы сразу спрашиваете и сразу же интересуетесь у человека, здрав ли он. И вопросительное предложение, и восклицательное предложение. Обратите внимание, частица бе пишется только отдельно. Наверняка вы уже слышали, как здороваются салимецбе, салимецдерме или же салимецдерме. На самом деле это зависит, кто ваш собеседник. Если ваш собеседник, ваш ровесник или младше вас по возрасту, то салимецбе. Салимецбе. Тем людям, к которым мы обращаемся на «ты», мы можем сказать салимецбе. А если группа людей, и по возрасту они младше вас, или же ваши ровесники, тогда вы можете сказать салимецдерме. Салимецдерме. А если группа людей, и по возрасту они старше вас, и принято им обращаться на «вы», тогда вы говорите салимецдерме. Салимецдерме. Итак, салимецбе, салимецдерме, салимецбе, салимецдерме. А теперь давайте разберем конкретную ситуацию. Допустим,
Учитель заходит в класс и здоровается. Сәлеметсіңдер ме, балалар? Дети встают и все хором отвечают: Сәлеметсіз бе, мұғалім? А иногда учитель может сказать: Сәлеметсіздер ме, балалар? Но у учеников один и тот же ответ: Сәлеметсіз бе, мұғалім? Видеоурок на тему «Сәлеметсіз бе» на этом завершается. Я очень-очень надеюсь, что вы больше никогда не допустите ошибку. Если видеоурок для вас был полезным, тогда не забудьте ставить лайк и напишите в комментариях. Я жду следующий видеоурок. Я обязательно напишу на интересную тему и поделюсь с вами. Сау болыңыздар. До скорой встречи!